Ну а мы поздравляем всех Всех кыргызстанцев поздравляем. работников Национального банка и вообще всех банков Кыргызстана, ведь сегодня их праздник. И у нас сегодня в гостях начальник управления денежной наличности Нацбанка Шамиль Айдаркулов и Эксперт управления денежной наличности Курманалиев Эмиль. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с праздником. праздником вас. Спасибо большое. А скажите сразу, вы как-то отмечаете специфически, может быть, как-то? Ну, вы знаете, сегодня у нас в конце рабочего дня будет торжественное собрание коллектива, и там будут поздравительные речи, и как бы наградим наиболее таких отличившихся сотрудников. Это у нас всегда А традиция. дома близкие, родные поздравляют? Может быть, накрывают Конечно. какой-то стол? Конечно, сегодня наш профессиональный праздник, и все родственники, друзья с утра уже поздравляют. Может, у вас есть какие-то традиции в этот день? В традиции, ну, лично у меня дома будет накрыт плов праздничный. И Будем куча отмечать. родственников. Да, и родственники Близкие будут, близкие друзья, да, придут. Ну, Замечательно. сегодня помимо банковских работников, конечно, отмечают праздник и наша национальная денежная валюта, у нее тоже день рождения. Расскажите, как все начиналось, в каком году денежки появились и какие были предпосылки к этому? Ну, вы знаете, наша национальная валюта СОМ была введена в 1993 году, именно вот 10 мая. А предпосылки в то время было тяжелое экономическое время, фактически распался уже Советский Союз, поэтому все как бы думали, все республики бывшего Союза думали о своей национальной валюте. И с гордостью можем сказать, что Кыргызстан был одним из первых, кто ввел свою национальную валюту. Естественно, была проведена огромная подготовительная работа. Я как бы знаю, что люди по ночам работали, был очень такой тяжелый график, и, ну, к счастью, все было сделано вовремя, и 10 мая 1993 года мы получили свою национальную валюту СОМ. Почему именно нас СОМ назвали? Были какие-то другие варианты? Сум. Нет, Еще что-нибудь? изначально других вариантов не было. СОМ — это исторически как бы наша национальная валюта. А какие Других. изменения претерпел СОМ за все эти годы? Вы знаете, с 1993 года у нас было 4 выпуска нашей национальной валюты. То есть как бы работа по совершенствованию дизайна и защитных элементов СОМа ведется постоянно. Поэтому сейчас в обращении как бы ходят банкноты 4-го выпуска, это 2009-2010 год, и, естественно, встречаются и ранее выпущенные деньги, их никто не отменял, мы как бы их принимаем без ограничений. А вот у нас были раньше тыины, помните, такие квадратненькие? Сейчас за рубежом они стоят бешеных денег, продают на сайтах за прям вот крупную сумму. Где их можно найти у нас в стране? Они все пропали и исчезли или только остались у коллекционеров? Ну, скорее всего, только у коллекционеров. Конечно, в Национальном банке при пересчете поступивших денег иногда встречается, но, к сожалению, как бы на реализацию этих бумажных тыинов мы уже не имеем. Вы правы, когда мы участвуем в международных форумах, выставках, наша валюта там занимает достойное место, и как бы мы этим очень гордимся. А как можно отличить фальшивку от натуральной? Визуально это Настоящей, возможно сделать? визуально как-то. Думаю, вот Эмиль, как эксперт. Отличить банкноту, в принципе, очень легко. Наша банкнота считается одним из лучших банкнот в мире, именно по защищенности банкнот, именно по защитным элементам. У нас фальшивомонетчики не только у нас, а во всем мире делают в основном где-то 90% на капельно-струйном принтере, это цветной принтер, да? Просто копируют. Копируют и на этом принтере печатают. Но
Отличие сразу можно легко отличить. Во-первых, на ощупь можно отличить, да, и во-вторых, это вот для населения, которое рассчитаны видимые защитные элементы, это как голограмма. На просвет можно посмотреть, это водяной знак, электротип и совмещающееся изображение, или так называемый сквозной регистр. То есть, когда банкноту берете, то можно сразу на просвет посмотреть, и сразу 4 защитных элемента можно посмотреть. То есть водяной знак, то есть портрет, который изображен на банкноте, изображен на водяном знаке. То есть это где вот непропечатанное, как купонное поле называется, да, и там можно увидеть именно вот этот портрет, только на просвет. И в виде номинала электротип тоже на просвет можно посмотреть. И слово «сом» — это сквозной регистр называется. То есть вот на лицевой стороне изображение и на оборотной стороне изображение на просвет четко совмещаются вот эти два изображения и образуют слово «сом». Вот это тоже очень хороший элемент. И в основном вот на фальшивых банкнотах вот эти моменты они отсутствуют или смещены, и сразу можно понять, что это как бы фальшивка. Нельзя ограничиваться только одним защитным элементом, потому что бывает редко поддельные банкноты имитируют защитные элементы, ну, видимые, опять же, да, ну, типа как голограмма, просто берут карандаш, рисуют, или там клеить еще что-то, да. Необходимо проверить несколько защитных элементов, которые вы знаете. Ну, я вот хотел бы зрителям напомнить, что необходимо обязательно надо смотреть хотя бы 3-4 защитных элемента. Это обязательно, конечно, голографическая полоса. Когда вот банкноту наклоняете, там происходит смена изображений. Это всегда надо увидеть. Потом, опять же, вот водяной знак, защитный электротип, сквозной регистр и защитная нить. Когда вот смотрите, она в виде полос, то есть в виде пунктира идет. Называется защитная нить оконного типа. А на просвет можно четко просмотреть надписи на нити, и можно увидеть, что защитная нитка сплошная. То есть вот раз, два, три, ну, 5 защитных элементов, это будет достаточно. Сравнить. То есть эти защитные элементы предназначены именно для населения. Есть несколько как бы защитных элементов, которые предназначены только для коммерческих банков. Их распознают только счетные машины. А вот для населения можно посмотреть, можно пощупать, можно проверить голограмму, и этого будет достаточно, чтобы различить, не фальшивка ли у вас находится. А чем купюра выше номиналом, тем она лучше защищена, или все купюры, в принципе, одинаково защищены? Вы знаете, да, вообще, чем выше, так, это практика, чем выше, тем лучше защищена, но как бы есть определенный стандартный набор, минимальный, который обеспечивает валюте определенный уровень защиты. А там выше или ниже, это уже как бы зависит от номинала, от решения как бы самих банкиров и так далее, и так далее. Ну, еще раз хотим отметить, что наша валюта входит в число самых защищенных. К этому, как подтверждение, в 2015 году у нас было выявлено всего 77 фальшивых банкнот. И все они практически были просто скопированы на цветном принтере. Таких серьезных подделок не обнаружено. Еще один вопрос, я думаю, он волнует многих телезрителей. Правда ли то, что Нацбанк меняет поврежденные деньги на целые? Да, это, как вы знаете, Национальный банк имеет такое обязательство. И если у вас есть ветхие поврежденные деньги, вы можете их принести в Национальный банк, в областное управление Национального банка. И мы в зависимости от площади банкнот меняем. Ну, а какая часть не должна быть повреждена, чтобы вы поменяли? Вы знаете, если у вас присутствует ровно половина банкнота, мы, вот, например, принесли 500 сомов, половину, мы половину выплачиваем, чтобы дайте еще одну если половину. другой человек придет, На тебе половину. ему 250, и
вам 250. А если больше половины, то вы получите 500 сомов. Мгм. Если вдруг деньги оказались в кармане, джинс, брюк, человек постирал, есть вероятность, что они сохранятся? Ну, у нас проводится экспертиза, и если мы убедимся, что это наша национальная валюта, просто постиранная, мы, естественно, вам поменяем. Мгм. Мы призываем население менять ветхие деньги на новые, потому что это определенная культура. Мы хотим, чтобы у нас в обращении были всегда новенькие хрустящие купюры. Для этого у нас все как бы ресурсы есть, просто не всегда народ знает, что можно поменять. Ну а так Национальный банк готов всегда поменять ветхие деньги на новые. Сейчас пользуются спросом электронные деньги. Что у нас в этом плане с этой ситуацией? Заменят ли когда-нибудь бумажные на электронные? Исчезнут ли они из обращения, как вы Ну, считаете? Вы знаете, да, как бы электронные деньги, безналичные платежи, они всегда развиваются. У нас есть специальная государственная программа по развитию именно безналичных платежей. Но как бы наличность у нас не исчезнет. Например, в Швеции там как бы есть оценки, что к 30-му году не будет наличных. Но я думаю, что у нас как бы в ближайшие там 50 лет наличность не исчезнет. А что сейчас популярнее, наличные деньги или карточки? Сейчас наличные деньги, ну как бы в общем объеме как бы количество наличных платежей как бы больше преобладает. Мгм. Мы помним те времена, когда у нас были сомовые купюры, 10 сомов, бумажные. да. Почему решили заменить их на металлические? Ну, вы знаете, как бы быстро выходят из обращения. Металлические деньги служат гораздо дольше. Например, вот 10-сомовые как бы тиины, они были выпущены в 2009 году, и с тех пор как бы спокойно бегает. А срок службы бумажных купюр, тем более тиинов, там составляет 1,5, максимум 2 года, поэтому исходя из экономической целесообразности, мелкие номиналы были заменены как бы монетами. Еще я знаю то, что вы выпустили новую партию 10-сомовых купюр, монет, и теперь выкупаете у людей старые. Это правда? Нет, это неправда. К нам в последнее время часто обращаются по этому поводу. Да, у нас как бы была выпущена модернизированная 10-сомовая монета. Если вот здесь вы увидите только насечку, а там появилась курта надпись 10 сомов написано. Ну, это просто новая монета, модернизированная, а все остальные тоже ходят в обращение, и Национальный банк не собирается выкупать старые, тем более менять там по курсу там по какому-то увеличенному. Я официально как бы заявляю, что все 10-сомовые монеты, они как бы принимаются в обращение, в оборот, да, и никаких замен со стороны Национального банка не будет. Какие-то монеты, я знаю, Нацбанк выпускает коллекционным изданием, и серебряные были монеты. У нас есть специальная программа, специальный план по выпуску коллекционных монет. На сегодняшний день Национальным банком выпущено уже 57 коллекционных монет, из них 4 золотых, 41 серебряных и остальные такие медно-никелевые. В этом году у нас тоже планируется выпуск новых коллекционных монет. Из последних хотелось бы отметить вот снежный барс, золотой, с бриллиантовыми глазами. Очень популярная монета. В этом году мы планируем выпустить монеты к столетию событий 16 года. Потом будет у нас День независимости, Баласагуну 1000 лет. Все эти основные политические мероприятия у нас будут сопровождаться выпуском коллекционных монет. Ну что ж, мы хотим вас поблагодарить, большое. что вы сегодня были с утра с нами, рассказали нам много интересного и много нового. Я очень много подчеркнули, что да. узнала о деньгах наших. Пусть деньги наши никогда не заканчиваются, и всегда, и вы
в больших количествах и получаете все остальные. Спасибо С праздником большое. вас С еще праздником. раз. Спасибо. Приходите. Спасибо. Спасибо. Утро на пирамиде продолжается, но как-то разговор о деньгах, мне кажется, всегда он так вдохновляет, взбадривает. Настраивать на хорошее будущее. Заглянуть на бухгалтерию, я подумал. Не поздравить ли наших бухгалтеров сейчас? Вот сейчас побежим. Вот прям первым делом. Пойдем сходим, правда. Да, серьезно? Отнесем чаю, кофе. Сделаем приятно. Мы всё-таки вернемся, праздник. мы обязательно вернемся через Обязательно. несколько минут. Сбегаем и вернемся, а вы пока оставайтесь здесь. Никуда не переключайтесь. Не переключайтесь.